Кстати, о Китае. Кыргызстан может получить максимальную выгоду не только импортируя китайские товары, но и используя другие возможности соседства с крупнейшим производителем мира. Шумкар, ну по соседству с нами находится одна из крупнейших экономик мира. И Китай, наверное, номер один по производству, вообще номер один производитель в мире. Как вы думаете, достаточно ли Кыргызстан использует те возможности, которые у нас есть от такого соседства? Что еще мы могли бы делать, кроме того, как перепродавать китайские товары в страны того же СНГ? Наше правительство и наше агентство в том числе делает определенные шаги для использования этого потенциала. Потому что мы четко понимаем, что на сегодняшний день нормотворческие акты и наши международные соглашения, наш международный статус в Евразес позволяет нам не только заниматься, как ранее, перепродажей, а уже непосредственно переходить к производству, к глубокой переработке и, самое главное, получать от этого выгоду. Да, есть определенные моменты в плане технологическом, в плане соответствия стандартам и качествам, но я думаю, это исправимо. И, соответственно, результаты скоро не дадут себя долго ждать. И уже первые результаты мы видим, да, от сотрудничества с Китаем. У нас есть определенные успешные проекты, которые работают и которые уже скоро будут реализовываться. То есть мы четко это понимаем, и мы идем на этом пути использования этого потенциала. Не только правительство, но и частный сектор тоже обращает внимание на Китай, уже не в том отношении, как это было в 90-е годы, когда просто привозили товар и далее перепродавали, а уже задумываться об открытии производств, каких-то совместных предприятий. В частности, я говорю о поездке на Кантонскую выставку, в которой, насколько я помню, вы тоже приняли участие. Знаете ли вы о том, какие результаты уже принесла? Ну, это, по сути, был второй бизнес-тур кыргызстанских предпринимателей в Гуанчжоу. Да, на самом деле эта Кантонская выставка, она очень популярна и известна во всем мире. И она проходит 2 раза в год, и она очень насыщена. И когда последний раз, когда мы принимали там участие, кыргызская делегация была очень хорошо представлена. И я что заметил, как вы правильно сказали, были, так скажем, не торговцы, которые просто покупают и перепродают, а на самом деле люди, которые ищут оборудование. Это означает, что то есть наше бизнес-сообщество понимает, что надо технологии надо обновлять, надо переходить уже к переработке, производству. И один из ярчайших примеров, насколько я осведомлен, это компания Росэлектро. Она открыла такую лабораторию, мини-цех по сборке светодиодных светильников и ламп. Да. Это говорит о том, что так скажем, те намерения участников, которые посетили Кантон, они начинают реализовываться. И есть ряд других участников, которые уже перешли к переработке и производству, непосредственно которые участвовали в этой выставке. Вот вы сами тоже посетили, сами участвовали, и исходя из того, что вы там увидели, чем может бизнесмену быть полезно участие в таких мероприятиях? При поддержке Генерального консульства Кыргызстана в Гуанчжоу был проведен, наряду с этой ярмаркой кантонской, был проведен кыргызско-китайский бизнес-форум впервые в Гуанчжоу. Естественно, эти наши бизнесмены, которые туда поехали, они получили возможность встретиться, вести переговоры, наладить контакты с китайскими бизнесменами. И площадка, которая организована была на бизнес-форуме, это было очень удобно для них. Это помимо участия в ярмарке. Да? И, соответственно, для нашего агентства тоже этот форум оказался удачным, потому что в рамках этого форума мы, так скажем, еще раз встретились с нашим потенциальным инвестором, обсудили те моменты, которые его интересовались, и получили определенные ответы на их вопросы, и они получили ответы на, так скажем, на наши вопросы. Да? И то есть, было так скажем, очень результативная встреча. Поэтому я считаю, что когда наше бизнес-сообщество туда собирается, оно должно туда ехать подготовленным,
целевое. То есть вы заметили, что, скажем так, некоторые не были достаточно готовы, то есть туда надо ехать уже с определенными целями, на ваш взгляд, или просто для изучения какого-то, или для того, чтобы собрать первоначальную информацию тоже? Да, вот я, когда говорю, что надо подготовленным, это иметь в виду, что тебе надо, с кем ты хочешь встретиться, потому что когда идет ярмарка, очень много оборудования, очень много представителей, а когда бизнес-форум, разные виды представителей бывают, и чтобы ты конкретно мог сказать, обсудить механизмы финансирования, обсудить какие-либо торговые взаимоотношения, либо какое-то совместное сотрудничество. То есть бизнес, который туда едет, он должен быть подготовлен. Тем более, что рынок Китая огромен, и там наверняка можно легко заблудиться. Ну да, там на самом деле ассортимент, так скажем, представленность различных кругов, конечно, большая. И, соответственно, для Кыргызстана, особенно в сегодняшний период, очень важным фактором остается соотношение цены и качества. Потому что мы теперь должны конкурировать не только внутри себя, но и с Республикой Казахстан, с Российской Федерацией, с Белоруссией и Арменией. И это означает, что наш товар как минимум должен быть по качеству равным, а по цене дешевле. Да? То есть это как бы такое обязательное требование, чтобы бизнесу то есть открывалась дорога на экспорт, и его товар был конкурентоспособным. И, соответственно, здесь роль технологии, роль оборудования, роль качества технологий – это немаловажный фактор. Шумкар, вы заметили, что очень много сейчас частных инициатив по тому, чтобы продвигать инвестиционные какие-то возможности в Кыргызстане, привлекать сюда побольше инвесторов, привлекать сюда бизнес. И эти инициативы, насколько они эффективны, насколько они помогают достигать какую-то общую цель по развитию экономики страны? Частные инициативы – это означает то, что внутренний инвестор видит тот интерес, тот экономический интерес, который здесь в республике есть. И существование, активность внутреннего инвестора очень важно для нашей страны. Потому что, видя активность внутреннего инвестора, зачастую, так скажем, внешний инвестор делает определенные соответствующие хорошие выводы. И активность внутренних инвестиций говорит о том, что все-таки инвестиционная среда, она благоприятная, и она позволяет вкладывать сюда деньги. И мы всегда приветствуем частные инициативы, которые появляются здесь внутри страны, и готовы всегда поддержать. Тем более, в соответствии с нашим положением, у нас есть функции поддержки инвесторов. Мы можем оказать всяческую поддержку инвесторов, которые попадают в разные разные ситуации, и мы готовы помочь и с продвижением его, так скажем, инициатив. Шумкарбек, и возвращаясь к этой поездке в Китай, все-таки Гуанчжоу это, наверное, уже несколько иной уровень, нежели Урумчи и северные районы Китая. То, что наши бизнесмены идут, образно говоря, вглубь Китая. Внутренний Китай, особенно Гуанчжоу, Шанхай, Шэньчжэнь, они там зарождались, так скажем, популярные китайские индустриальные парки или, так скажем, промышленные зоны. Да? И, соответственно, там, как выше было сказано, ассортимент больше, представленность бизнеса в этом плане больше. Да? И там зачастую, надо это признавать, там тоже зарождаются новые технологии, которые у нас есть. И, соответственно, именно ознакомиться, увидеть с новыми технологиями, инновациями можно, естественно, в таких городах. Да? И, соответственно, если бизнес начал обращать внимание туда, он, значит, четко понимает, куда катится куда идет мировая тенденция и какие технологии надо использовать. Потому что ни для кого не секрет, что весь мир, так скажем, изготавливает свои товары именно в Китае. И новые технологии уже там присутствуют. И бизнес тоже понимает, что значит надо использовать такие технологии. Спасибо большое. Именно с целью показать кыргызстанским бизнесменам возможности Китая весной был организован бизнес-форум в городе Гуанчжоу.
Наши предприниматели смогли познакомиться с китайскими производителями, провели двусторонние встречи, и результаты форума включают в том числе серьезные цифры. Форум стал частью деловой поездки, ее участники также посетили одну из самых крупных торговых выставок мира – Кантонскую ярмарку. Многие бизнесмены не упустили шанс начать работать напрямую с производителями Китая. 3 сотрудника этого предприятия за день собирают 150 лампочек. Все комплектующие привозят из Китая. Здесь осуществляют лишь сборку. Готовую продукцию продают в магазинах Бишкека и Аша. Наши пластмассовые цеха отдать вот такие колбы, также, чтобы они нам выливали, дадим им форму. То есть юбки пластмассы тоже можно изготавливать здесь из нашего сырья. Также радиаторы алюминиевые и, соответственно, адаптер, то есть вот блок питания, который можно будет здесь уже в наших заводах поискать. То есть мы хотим сейчас сотрудничать с заводом Ленина. По словам предпринимателей, 80% комплектующих для светодиодной лампочки можно производить и в Кыргызстане. Такие лампы очень выгодны для потребителей. То есть эти лампочки наши, можно даже демонстративно сделать, что она, вот можете посмотреть, даже вот так, ломается. Предприятие запустило линию производства относительно недавно. Еще полгода назад занималось лишь перепродажей готовых ламп из Китая. А в апреле директор вместе с другими участниками китайско-кыргызского бизнес-форума посетил кантонскую выставку в городе Гуанчжоу, где нашел партнеров, которые производили комплектующие для светодиодных ламп. Там же составил договор и совсем скоро получил первую партию комплектующих. Себестоимость собранной здесь лампы оказалась гораздо ниже завезенной из Китая. В этот раз, когда мы съездили, мы встретились с китайскими представителями заводов, фабрик. Мы с ними договорились, что мы будем здесь, что они нам будут помогать в поставке комплектующих. И мы решили здесь создать небольшую лабораторию по изготовлению светодиодных лампочек. И уже мы начали первые пробные партии сделать лампочки. По качеству они не уступают ни российским, ни турецким брендам. Бизнесмен планирует в октябре еще раз съездить в Китай, посетить выставку. На этот раз для того, чтобы расширить ассортимент товаров своей компании и найти оборудование для запуска производства. А компания Smart Energy еще весной заключила договор на кантонской выставке по доставке оборудования в Бишкек сразу с 2 китайскими производителями. После этого компания запустила 4 проекта. Наша компания Smart Energy нашла нескольких поставщиков, и мы сейчас в данное время реализуем эти проекты. Эти проекты связаны с энергетикой, с отоплением, с водоснабжением. Мы нашли очень хороших партнеров, это мирового класса компании. И в то же время есть компании, которые среднего уровня, но которые очень хорошую цену дают. То есть там на всякий карман и на всякий спрос есть предложение. Вот. Это огромная выставка. Весь мир сегодня производит свои товары в Китае. И это выставка, куда весь мир приезжает, чтобы найти себе поставщиков и партнеров. В апреле кантонскую выставку посетили 37 предпринимателей из Кыргызстана. 4 из них нашли партнеров. Остальные, кроме покупки новых товаров для бизнеса, нашли новые идеи. По словам организаторов, поездка в город Гуанчжоу стала богатой на открытие для бизнесменов Кыргызстана. Поездка, можно сказать так, прошла плодотворно, потому что нашли для себя партнеров где-то 5-6 предпринимателей. Это тоже хороший показатель. Были предприниматели, которые целенаправленно ездили туда, чтобы найти партнеров, а были категории предпринимателей, которые просто съездили туда, чтобы изучить рынок Китая. В прошлом году некоторые предприниматели ездили сами, владельцы предпринимателей, да? Владельцы бизнесов. А на этот раз они уже не только сами, а с собой еще везут своих инженеров. Площадь кантонской ярмарки – 1 000 000 квадратных метров. Делегация из Кыргызстана даже за 3 дня не смогла обойти всю выставку. Многие намерены в октябре поехать еще раз. Кстати, на осенней сессии Кантон Фэр китайские производители покажут товары 2017 года. По словам организатора Кыргызско-китайского форума, директора компании China Trade Experts Амира Закирова, это была поездка бизнесменов Кыргызстана вглубь Китая. В основном наши предприниматели ограничивались Урумчи, но в Гуанчжоу сосредоточены производства, чьи услуги и по цене, и по качеству гораздо лучше.
Во-первых, хотелось бы поблагодарить наших предпринимателей активных, которые доверились нам и поехали вот на весеннюю кантонскую выставку. На самом деле это был первый шаг со стороны наших предпринимателей принять такое решение, как выезд именно в Китай, уже не в Урумчи, а дальше. Это, как скажем, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, такие города, именно где собрано максимальное количество производителей. Китай он большой, но максимальная производственная часть это находится в провинции Гуандун, где входят города Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Донгуан, Фошан и так далее. Это крупные города по производству. Это именно то, что нужно нам на сегодняшний нашему рынку, нашим предпринимателям. Если говорить о результатах поездки, весенней выставки, кантонской выставки, то я могу смело сказать, что те предприниматели, которые поставили изначальную цель что-то найти, они нашли. Кто поставил цель просто поехать посмотреть и изучить рынок, они получили то, что хотели. Вот. И на сегодняшний день есть 3-4 компании, которые уже активно, скажем так, работают. Несмотря на вот эти кризисы, наши ребята, молодые предприниматели, они работают с китайцами. Почему работают? Потому что в любом случае конкурентное преимущество у Китая на сегодняшний день. Рынок Китая огромный. Лояльность по отношению к клиентам очень хорошая. Поэтому я думаю, мы не должны упускать возможность соседства, возможность логистических вещей, которыми мы на сегодняшний день пользуемся, и работать с Китаем более вплотную. Ну, правда, надо будет выбирать, какое направление, сфокусироваться на определенных продуктах и работать двусторонне. На сегодняшний день мы видим, что Китай, как сказать, он ждет предложения от соседних ближних стран, что мы ему можем реально предложить. Компания China Trade Experts приглашает предпринимателей Кыргызстана принять участие в бизнес-туре в Китай, в рамках которого планируется посещение кантонской выставки экспортных и импортных товаров в городе Гуанчжоу и проведение кыргызско-китайского бизнес-форума. Кантон Фэйр – самая крупная китайская выставка товаров народного потребления. Ее посещают порядка 1 миллион предпринимателей из 200 стран мира. Здесь можно найти товары не только китайского производства. В выставочной зоне экспортных товаров свою продукцию представляют и торговые делегации из других стран. Во время бизнес-тура группа предпринимателей из Кыргызстана посетит первый этап Кантон Фэйр 2016, где будут представлены все виды оборудования и техники, как бытовой, так и промышленной, новинки строительного рынка, производства мебели и фурнитуры. А бизнес-форум, где будет возможность найти в Китае партнеров, пройдет в городе Шэньчжэнь, втором среди китайских городов по объему промышленного производства. Справки по телефону 037 90 11 99.